Совет Федерации готов оказать необходимую поддержку республике, чтобы поднять на высокий уровень медицинскую помощь в поликлиниках и ФАПах. Об этом сегодня на встрече с руководством региона заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике в ходе рабочей поездки в Коми. Российские сенаторы посетили медицинские учреждения и обсудили реализацию в регионе нацпроекта здравоохранения. К чему пришли, знает Ольга Коняева. Рада вас приветствовать на нашей земле, в республике Коми. Республика уникальная, уникальный край, такого нигде, наверное, нет больше в стране, несмотря на то, что она у нас большая, необъятная. У делегации Совета Федерации миссия в Коми особая – мониторинг процесса модернизации первичного звена медицинской помощи. И это не только новые здания, оборудование, кадры, но и полная информатизация, когда работают все самые современные технологии, начиная с электронной медицинской книжки. Совет Федерации, как Палата регионов, всегда готовы поддержать, помочь для того, чтобы медицина была на самом высоком уровне. У нас есть поручение, комитету было дано председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко по мониторингу фельдшерско-акушерских пунктов. В регионах происходит отток населения только из-за того, что не организовано первичное звено медицины. Как работает проект здравоохранения, гости увидели, что называется, своими глазами. Сыктывдинскую взрослую поликлинику переформатировали еще в 2016-м. Была выделена сумма 2 миллиона 600 тысяч, это я примерно уже говорю. И вот все, вся регистратура, она была переделана. Открытая регистратура, электронная очередь и запись, комфортное помещение. Внедрены пациентоориентированные технологии. А планово запишите, пожалуйста, Клору. Это наша основная задача, как раз улучшение доступности для жителей на конец этого года и весь следующий год. Снижение ожидания. Есть, да, снижение ожидания, особенно в конце. Мы будем записать на 22 ноября, вторник на 9:40. Поликлиника работает не только для пациентов Выльгарта. К узким специалистам и на обследование приезжают со всего района. Хирург и травматолог работают по совместительству, остальные специалисты в этой поликлинике свои. Работают участковые терапевты, участковые педиатры. Из узких специалистов у нас отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, УЗИсты работают, рентгенолог, онколог, врач есть, невролог есть. Здесь же в аптеке пациенты получают бесплатные препараты. Минздрав Коми изменил систему закупки льготных лекарств. Теперь поставки без перебоев. Сейчас в листе ожиданий всего около 200 препаратов на всю республику. Вы можете, как министр здравоохранения, контролировать эту ситуацию? У нас есть программа, называется «Рецепт 2.0», и эта программа связывает Государственные аптеки Республики Коми, это организация, которая закупает и распределяет препараты, и эта же программа установлена на рабочее место каждого врача и фельдшера. То есть он видит остатки препаратов в разрезе своего учреждения и других учреждений. В детском отделении игровая зона, колясочные, разделены потоки пациентов. Днем работают 2 педиатра, но очередей нет. В районе почти 6 тысяч детей, половина из райцентра. К новому стандарту работы в Коми приведены все детские поликлиники. Из взрослых осталось модернизировать 2 – в Усинске и Уссылимском районе. Мы увидели, что нет большого количества в очередей людей, потому что уже выполнены те управленческие решения, которые дают возможность приходить к пациентам в нужное время и получать услугу. В Сыктывдинском районе, кроме поликлиники, терапевтическое отделение на 38 коек, 5 врачебных амбулаторий и 11 ФАПов. В селе Лезом из деревянного дома буквально сегодня фельдшер переехал в новое здание. Еще вчера ФАП располагался в этом здании. Это простая деревенская изба, которой 100 лет. И мало что изменилось за все это время. Вода с колодца, санузел на улице. Помещения фельдшера разделены занавесками. Поздравляем с новосельем. Спасибо. Российские сенаторы стали первыми посетителями официально открывшегося ФАПа. Здесь есть все, что нужно сельскому фельдшеру и пациенту. Комната ожидания есть, временного пребывания, холл большой, кабинет удобный, уютный. Все для людей. Покажите нам, пожалуйста, кабинет. Екатерина Домрачева в село Лезем приехала по программе «Земский фельдшер». Работает уже 3 года. В старом здании было неудобно, тесно и холодно. Теперь все наоборот. Кроме приема здесь вакцинация, диспансеризация. Сюда же приезжают узкие специалисты.
Цена данного объекта, она кратно меньше, нежели при капитальном строительстве. Вот на этот объект мы вместе с мебелью и оборудованием направили порядка 8,5 миллионов рублей. То есть скорость еще исполнения? Скорость, то есть на заводе этот объект изготавливали 2 недели на заводе, и в течение 3 недель его установили, собрали, все вот здесь уже на месте. Использовать такие быстро возводимые конструкции для ФАПов планируют и дальше. Так быстрее достигнем главной цели нацпроекта здравоохранения – сделать медицину ближе и доступнее. Сейчас обновляются и фельдшерские пункты, ремонтируются, строятся новые фельдшерские пункты. В этом году это у нас будет запущено 21 фельдшерский пункт. То есть 19 тех, которых мы доканчиваем строительство в капитальном исполнении, и 2 вот таких вот модульных. По нацпроекту в медучреждениях городов и сел Коми обновляется медицинское оборудование, внедряются информационные технологии. Полная автоматизация рабочих мест врачей и фельдшеров даже в самых отдаленных поселениях. А для этого нужна устойчивая связь. Это следующий шаг в модернизации медицинской помощи. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.